На дорогах, идущих к турецко-сирийской границе, этой ночью были пробки из танков, самоходных орудий и грузовиков с военными. Анкара стягивает дополнительные силы к Идлибу, провинции Сирии, за контроль над которой сейчас идет борьба. Точное количество солдат и единиц техники, переброшенных к зоне конфликта, за последние сутки неизвестно. Но по состоянию на начало недели турецких военных в регионе было более 1000. Причина такой эскалации – смерти турецких военных в Идлибе. Именно эта провинция сейчас центр конфликта в Сирии. Турция поддерживает там отряды вооруженной оппозиции, которые Дамаск считает террористами и ведет против них боевые действия. Анкара, в свою очередь, настаивает на том, что армия Башара Асада воюет с мирными жителями. Россия старается сохранять нейтралитет, объявив эти места зоной деэскалации. Однако с начала месяца в Идлибе погибли 13 турецких солдат. Реджеп Эрдоган обвинил в этом войска Башара Асада и Россию и поставил ультиматум, заявив следующее: если хотя бы еще один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен, Дамаск ждут удары возмездия. С этим эксперты и связывают ночную активность на границе. В Москве обвинения турецкого президента отвергли, заявив, что это Анкара не выполняет взятые на себя договоренности по деэскалации. 2 дня назад Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили ситуацию по телефону, но переброска турецких войск к границе Сирии после этого лишь активизировалась.